Дүниеге келер бір рет дария кеуде таумысын. Құрыштан қойған құдірет, қарттарым аман саумысын. Қарттар күні 1 қазанда тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде аталып өтіледі. Бұл маңызды күн біздің қарттарымыз қолдауға мұқтаж екенін еске салады. 1990 жылдың желтоқсан айында өткен Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2 күз айының 1 күні халықаралық қарттар күні деп санау туралы шешім бар қарар қабылдады. Қарттар күні атап өтудегі басты мақсат қарт адамдарға, жалғыз басты қарт зейнеткерлер мен қарт мүгедектерге көңіл бөлу, оларға материалдық, әлеуметтік, тұрмыстық және басқа да көмек түрлерін көрсету болып табылады. Есенсіз бе? Қазыналы қарттарым, бабалардың бойға жиған салықтарын өзінде ұлағатты болуға, өсиетімді жүрегімде сақтарым. Сегодняшний день действительно добрый, ведь он посвящен вам, наши милые, дорогие, единственные бабушки и дедушки. Когда приходит осень, солнце светит не так ярко, но хочется, чтобы на душе было тепло, весь мир был освещен вашими теплыми улыбками. Зима радует нас белым пушистым снегом и бодрящим морозцом, весна первой зеленью, свежестью, лето изобилием красок и цветов, осень своей щедростью, богатым урожаем. Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна надежды и любви. Зрелые годы – пора расцвета творческих сил, пора свершений, забота о детях и внуках. В октябре мы отмечаем Международный день пожилых людей. Ежегодно в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. О бабушках и дедушках можно рассказать очень долго и много. Многие после того, как уходят на заслуженный отдых, ведут активный образ жизни. И мы нашим читателям задали вопрос: как вам удается вести активный образ жизни на заслуженном отдыхе? Выход на пенсию я рассматриваю как точку перезагрузки, а не подведение итогов моей жизни. Сейчас у меня много свободного времени. Большую часть времени я провожу с внуками. Стараюсь быть активной, позитивной. Часто это мы с ними ходим на стадион, бегаю, катаюсь на велосипеде, дома читаю им книги и занимаюсь своими любимыми делами. Вот это недавно алмазную мозаику наклеили, внуки помогали, нарисовала картину по номерам, тоже очень интересно, я отдыхаю, мне нравится, нервы успокаиваю, терпение, внимательность, аккуратность нужна. Также вот это собрала с внуками стол, внуки красили, наклеили. Ну, говорят, на пенсии кто-то живет скучно. Мой совет им быть, больше общаться, думать позитивно, не скучать, быть, как я сама стараюсь, быть в курсе всех событий, думать позитивно, стараюсь. Жизнь на пенсии, наверное, только начинается, как говорится в фильме. Всех, кто ожидает пенсионный возраст, хочу дать такое пожелание: не бойтесь. На пенсии жизнь только начинается, поэтому ведите активный образ жизни, занимайтесь своими любимыми делами. Вот как у нас дома и внуки, и огород, и сад, и путешествуем. Полностью предоставлен сам себе, своим интересам, занимаешься всем, что для души интересно и важно для семьи, для дома. Это тоже очень большое имеет значение, когда у тебя есть время, есть возможность сделать то, что ты хочешь делать. В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей, старшее мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки, они словно лучики, согревают сердца окружающих. С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!